Здравствуйте. На телеканале «Новый век» программа «Вызов 112», в студии Эльвира Фазлиева. И сегодня мы расскажем о падении 11-летнего ребенка из окна 8-го этажа в Нижнекамске. Он был все это время в сознании и стонал от боли и рыдал. За жизнь мальчика борются врачи. Покажем, как поворот в неположенном месте спровоцировал тройную аварию. Создал аварийную ситуацию, тем самым въехал мне в правый бок. Предполагаемый виновник ДТП искал других виноватых. Брали деньги, обещая вернуть их с процентами. Вину в совершении указанных преступлений признают? Абсолютно не признаю. Все надумано. В Казани судят двух учредителей строительной компании, обвиняемых в мошенничестве на сумму свыше 47 миллионов рублей. Об этом и не только. Прямо сейчас. В Нижнекамске из окна 8-го этажа выпал 11-летний ребенок. ЧП произошло в одном из домов по улице Сюмбике. Мальчик чудом остался жив, но получил серьезные травмы. Сейчас за его жизнь борются местные врачи детской городской больницы. Подробности в материале Айрата Назипова. Скорая приехала, гаишники. Вот ребенок лежит. Крик, плач, стоны от боли. Это видео сняли очевидцы. На кадрах видно, как после падения 11-летний мальчик лежит без движения. Прибывшие врачи оказывают ему первую помощь и увозят в больницу. ЧП произошло на глазах у жителей дома. Я шла к окну, пролетел мальчик, упал. Я посмотрела вниз в окно. У меня в руках телефон был, я увидела, мальчик лежит. Вызвала скорую, потом накинула куртку, выбежала к мальчику. Он был все это время в сознании и стонал от боли и рыдал. Сказали, раздетый был, перелазил. То, что дверь была закрыта. Хотел дверь по ходу открыть. По рассказам соседей, мальчик единственный ребенок в семье. Они переехали сюда год назад. О ребенке в школе отзываются лишь с положительной стороны. В день трагедии он не пришел на уроки. Тогда учителя забили тревогу и позвонили маме. Прибежав домой, она была в шоке. Родители в ступоре, в шоке были. Отец говорил ему: лежи, не двигайся, лежи. Мама рядом сидела, его гладила рядом с ним, там даже лежала рядом с ним. Мальчика госпитализировали, его состояние оценивается как стабильно тяжелое. Тяжесть состояния обусловлена травматическим повреждением верхних и нижних конечностей, костей таза, повреждением внутренних органов, ушибом головного мозга. Находимся в постоянной связи с коллегами из Детской республиканской клинической больницы по вопросам лечения, дополнительным диагностическим мероприятиям. Сейчас следователи опрашивают родных и ищут свидетелей. На данный момент Следственным органом Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан проводится доследственная проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего. На данный момент известно, что в квартире ребенок находился один. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. По какой причине ребенок выпал из окна, еще только предстоит установить. Айрат Назипов, Альбина Валеева, Рафаэль Ракипов. Вызов 112. 7-летний мальчик едва не утонул в бассейне фитнес-центра в Набережных Челнах. По версии следствия, ребенок занимался плаванием с инструктором. В какой-то момент она отошла, и мальчик погрузился под воду. Без присмотра он пробыл 1,5 минуты, после чего его на поверхность поднял тренер и провел реанимационные мероприятия. Ребенка госпитализировали, сейчас его состояние оценивается как стабильно тяжелое. По данному факту Следственным органом Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. В спорткомплексе изъята необходимая документация. Расследование уголовного дела продолжается. Несовершеннолетняя девушка оказалась в больнице после наезда на улице Лобачевского. Пострадавшая переходила дорогу по пешеходному переходу. На середине пути ее сбила Део Нексия. По рассказам очевидцев, автоледи за рулем иномарки даже не тормозила. Как она объяснила свой маневр автоинспекторам, расскажет Айгуль Бадрудинова. Где больница? Пока ничего не известно. Сознание нормально. Наезд произошел прямо на глазах молодых людей. Очевидцы отметили, что девушка переходила дорогу на улице Лобачевского по пешеходному переходу. Вступила на проезжую часть, как только убедилась в отсутствии машин. Дойдя до середины пути, она увидела приближающиеся Део Некси. Расчеты на то, что водитель иномарки остановится и пропустит ее, не оправдались. Автоледи за рулем Део Некси, по версии свидетелей, даже не начала тормозить и сбила пешехода. Расскажите, как произошло?
Давать комментарий на камеру девушка не стала, но ее родственники, приехавшие на место ДТП для поддержки, поделились, что автоледи просто не заметила пешехода. Причин на это было несколько: мокрый асфальт, отражающий свет фар и отсутствие освещения на самом пешеходном переходе. Пострадавшую госпитализировали. 17-летняя девушка получила ушиб мягких тканей правой щечной области и ушиб мягких тканей теменной области слева. Айгуль Бадрудинова, Ленар Гинатуллин, Наиль Абдуллин. Вызов 112. Проигнорировал знак и спровоцировал тройную аварию. Все началось с того, что на перекрестке улиц Вишневского и Амирхана Яники водитель Нивы начал поворачивать в неположенном для этого месте. Позднее в разговоре с сотрудниками ГИБДД мужчина объяснил, что в происшествии виноват не только он. Какие аргументы привел водитель, знает Олег Хайруддинова. Он сначала Ниву свой передал, а вот ваши говорят, Очевидцы, как и большинство участников столкновения, виноватым в аварии считают водителя Нивы. Отметили, что за несколько секунд до этого владелец Opel Astra двигался по улице Вишневского в сторону площади Вахитова. Приближаясь к перекрестку с улицы Амирхана Яники, добавил газу, чтобы успеть на разрешающий сигнал светофора. Доехать до пункта назначения не успел. Иномарка получила удар справа от Нивы. Водитель, который решил повернуть налево, несмотря на то, что такой маневр здесь запрещен. Нива выезжала вон оттуда, с той стороны. А там движение, уступи дорогу и движение только направо. Он выезжал прямо. То есть не убедился в совершении своего маневра и создал аварийную ситуацию. Тем самым въехал мне вправо и вбок. От удара желтый хэтчбэк развернула на 180 градусов и отбросила на уже остановившийся на перекрестке БМВ. Водитель Нивы свою вину признал, но с оговоркой. По его мнению, хозяин Опеля также виновен в происшествии. Черная бэк стояла на светофоре уже. Красный был. И у него красный был. Я его не заметил просто. Я хотел подскочить аккуратно туда. Хотя нельзя так. С большей долей вероятности всю ответственность за произошедшее понесет водитель отечественного автомобиля, если только он не сможет доказать, что владелец «Опеля» проезжал перекресток на красный сигнал светофора. Олег Хайруддинова, Ленар Гинатуллин, Наиль Абдуллин. Вызов 112. Похитили свыше 47 миллионов рублей. Сегодня в Вахитовском районном суде зачитали обвинительное заключение Антону Данилину и Алексею Соловьеву. Как считает следствие, учредители строительной фирмы убеждали директоров различных фирм вложиться в их бизнес. Деньги обещали вернуть вместе с процентами. Те, кто доверился, в итоге оказывался у разбитого корыта. Фигурантам дела предъявлено обвинение в 2 эпизодах мошенничества. Как оказалось, на скамье подсудимых они уже не в первый раз. Первый был осужден за подобное преступление и попал под амнистию, а второй возместил ущерб и избежал реального срока. Подробности в материале Ленара Гинатуллина. Освещение в настоящий момент может негативно повлиять на подсудимых, на их деятельность. Они оба занимаются бизнесом. В начале судебного заседания защита обвиняемых просила суд запретить видеосъемку процесса. Аргументировали тем, что освещение дела может пагубно влиять на личную жизнь подсудимых. Однако судья в ходатайстве отказал, после чего прокурор начал зачитывать обвинительное заключение. Данилин и Соловьев совершили преступление, происходит в части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, мошенничество, то есть хищение чужого имущества, обмана. Как следует из материалов уголовного дела, Антон Данилин и Алексей Соловьев, являясь учредителями строительной компании, обманывали директоров различных фирм. Они предлагали руководителям компании вложиться в их якобы прибыльный бизнес. За это обещали вернуть деньги с процентами. Заранее не собираясь выполнять взятые на себя обязательства по возврату заемных денежных средств. В качестве гарантии возврата заемных денежных средств они заключали мнимые договоры залога, мнимые договоры процентных займов. Ущерб составил свыше 47 миллионов рублей. Впрочем, сами подсудимые вину не признают, считают, что обвинение было надуманным. Вину в совершении указанных преступлений признаете? Абсолютно не признаю. Все надумано. Был договор займа, это никаком там мошенничестве речи не идет. Деньги его возвращали. Соколов поддержал Данилина и тоже не согласился с обвинением. Суд допросил потерпевших и отложил заседание. На время процесса обвиняемые остались под подпиской о невыезде. Ленар Гинатуллин, Наиль Абдуллин. Вызов 112. Это все, о чем успели вам рассказать. Обо всех происшествиях вы можете сообщать нам по телефону 570 50 50 или на мобильный 8 98 69 112 112. Это можно сделать в наших группах в социальных сетях. Туда же можно присылать и снятые вами видео. В студии была Эльвира Фазлиева. До встречи и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.